Кыргызстане на утро 11 мая зарегистрировано 14 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усинбаев. Новые случаи были выявлены в Бишкеке 6 случаев, в Волжской, в Нарынской и в Иссыкульской областях по 2 случая, в Баткенской и в Чуйской областях по 1 случаю. Таким образом, на 11 мая в стране подтверждено 1016 новых случаев коронавируса. В Первомайском районном суде Бишкека 11 мая должен был продолжиться процесс по событиям 7 и 8 августа 2019 года в селе Койташ. По делу проходят 14 обвиняемых, одним из которых является бывший президент Алмазбек Атамбаев. Как сообщили в пресс-службе Первомайского райсуда, на сегодняшнем заседании присутствовали все участники процесса. В ходе судебного процесса адвокат обвиняемого Карыббек Улурыспека заявил ходатайство о предоставлении времени на ознакомление с материалами уголовного дела. Судья удовлетворил ходатайство и отложил судебное разбирательство на 18 мая. В настоящее время в кодексах предусмотрены ряд статей за нарушение карантина и санитарных правил. Об этом рассказал мэр столицы Азиз Суракматов 11 мая на брифинге в правительстве. По его словам, последние изменения и дополнения в законы были приняты 3 апреля 2020 года. Санкции ужесточены и могут достигать от 1000 сомов до 180 тысяч сомов. Штрафы налагаются в зависимости от тяжести врачами, санврачами и органами милиции. Особое внимание будет уделяться за нарушение санитарных норм. Именно за неношение масок штраф предусмотрен в размере от 1000 до 5000 сомов, сказал Суракматов. С 11 мая в карантинном режиме разрешается экономическая деятельность пунктов обмена валют. Согласно реестру Национального банка Кыргызской республики, на 13 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 403 обменных пункта, 15 из которых были открыты с начала года. Периметр блокпостов, установленных вокруг Бишкека, расширен. Об этом 10 мая на заседании комиссии по гражданской защите Бишкека сообщил председатель Азиз Аламкулов. По его словам, вокруг Бишкека будут установлены 16 блокпостов. Сегодня принято решение, что блокпосты будут размещаться не внутри города Бишкека, а в пределах границы. Границы у нас отодвинуты. Например, на северо-востоке блокпост будет начинаться не как привычно, не Алматинская Жибекжалу, а отодвинут в район Канта. Также в южном направлении, если взять улицу Шабдан-Батыра, там блокпост стоял в Кокджаре. Его передвинут за пределы города Бишкек. Это дает возможность Бишкунгею, Кокджару, Арашану спокойно передвигаться, рассказал он. В Бишкеке разрешено ездить на собственном автотранспорте. Об этом сказал мэр столицы Азиз Суракматов 11 мая, отвечая на вопросы. Он сообщил, что общественный транспорт не запущен, поэтому гражданам разрешено использовать личные автомобили. Количество автомобилей по Бишкеку будет увеличиваться. Мы будем смотреть справки, находится ли данный субъект в перечне разрешенных видов деятельности. Если есть право, ограничений не будет, сказал он.